Здравствуйте, меня зовут Николай Токугава, живу я в Калифорнии, родом я из Якутии, и сегодняшний мой ролик будет посвящен такой интересной части, якутской культуры, традиции, что под названием называется олонхосуты. Так вот, раньше, в былые времена, как вы знаете, телевизоров не было. 100 лет назад точно телевизоров не было. И, но дело в том, что Якутия это такое место, что у нас зимы долгие, зимой особо делать нечего, то есть надо топить печку. И, в принципе, раньше, школы зимой тоже либо отправляли детей в интернат, чтобы они там жили и учились, или, школ так-то особо не было. Понимаете? Поэтому все семьи сидели дома. А якуты раньше жили еще, типа хуторов, называлось там Этех, Алас. То есть отдаление, в одном месте жили 2-3 семьи, а потом через 10 километров еще 2-3 семьи, и вот так по всей Якутии. Почему такое распространение получилось? Потому что Якутию еще называют страной рек и озер. В Якутии около миллиона озер, миллиона рек и 3 миллионов озер, что ли, или 2 миллионов озер. Я вот точно не помню, интернет в помощь. Так вот, и людям было скучно. Так вот, люди каким образом делали? Раньше, вот в 90-е годы, я помню, у нас такая интересная штука была. Дело в том, что появились видеомагнитофоны, но их было такое ограниченное количество, что приходилось друг друга одалживать вместе с ящиком этих кассет. И мы, одалживали и смотрели. Там за день нужно было очень быстро все посмотреть. Потом его переодалживал другой, а потом переодалживал другой. Вот такая вот штука была. Потому что по телевизору было скучно, в советское время. Так вот, но дело в том, что 100 лет назад ничего такого не было. И поэтому, знаете, как они занимались? Они, ставили стул и, то есть, одалживали не какой-то там гаджет, скажем так, не ноутбук, не телевизор, не видеомагнитофон с телевизором, скажем так, а они одалживали человека. То есть, имеется в виду, приглашали, олонхосутов. Садили его на табуретку и, какой был репертуар? Чаще этим занимались старики. Понимаете? Люди, которые вышли, на пенсию. Ну, некоторые старики в Якутии очень долго жили. То есть людям легко было дожить до 100 лет, например, раньше. Так вот. И, какой был репертуар у этих людей? Вообще их называли олонхосутами, потому что, в первую очередь они чем занимались, это они передавали историю. Они были историками. То есть, имеется в виду, слушая их, можно было дотянуться сквозь тысячелетия и узнать, в этих олонхо, какие события происходили раньше, в былые времена. И этих олонхо было очень-очень много. И таким образом, была связь между поколениями. То есть эти олонхосуты рассказывали детям, дети это слушали, а потом кто-то из них становился олонхосутом, и он пересказывал это другим. Понимаете, о чем идет речь? Так вот, но самое главное у олонхосутов, конечно, было другое. Дело в том, что, между олонхосутами было очень много конкуренции, как вы понимаете, и, они тоже боролись за свою аудиторию. То есть это не таким образом, чтобы там вдруг остаться, чтобы тебя никто не звал. Понимаете, о чем идет речь? Поэтому нужно было быть очень актуальным человеком, в принципе. Поэтому они были историками, хорошими рассказчиками. И дело в том, что вот эти олонхо еще они в стихах передавались. То есть это не просто нужно быть хорошим рассказчиком, нужно это рассказывать настолько красивым языком, настолько классно это передавать, что нужно выстраивать это в стихах. Понимаете? А диалоги в этом рассказе, они вообще пели. Понимаете? То есть этот олонхосут, он не просто должен быть, чрезвычайно хорошей памятью историком, но этот человек еще должен... Дело в том, что не было определенного текста. Текст сами олонхосуты меняли, сами улучшали, чтобы было... То есть тот же самый олонхо,
каждый, то есть имеется в виду этот рассказ, древняя история, ну, образно выражаясь, это легенды, всякие предания и так далее. Самый большой эпос это Нюргун Ботур, Джулур Нюргун Ботур. В русском языке это переводится как, значит, Нюргун Ботур стремительный, но дело в том, что тот, который это переводил, не совсем хорошо знал русский язык, кажется. Потому что слово джулур в якутском языке это стремление, но дело в том, что в русском языке, когда переводите этот стремление, и тут нужно это предложение заканчивать, то есть стремление к чему? Хорошему, плохому. Само понятие стремление, стремиться, это как бы в русском языке он показывает направление, но никуда. То есть там следующее слово абсолютно меняет всю структуру. То есть стремление к чему? К хорошему, к плохому. Там, понимаете? А в якутском языке джулур это абсолютно хорошая штука. Это бывает при воспитании детей. То есть нужно воспитать человека не просто с хорошими намерениями, доброго, любящего, заботливого, ответственного человека, да? А нужно еще его воспитать таким, чтобы у него был джулур. Джулур это стремление к прогрессу, стремление, значит, заниматься спортом, стремление делать карьеру, стремление быть хорошим отцом, стремление ко всему позитивному. И вот это стремление, можно сказать, даже стремление стремиться, это жажда жизни, что-то в этом роде. То есть вот это общее собирательное слово называется джулур. Понимаете? Отсутствие джулура в русском языке это можно передать как, например, если стоит, значит, ребенок жует жвачку, ты ему что-то рассказываешь, он говорит, ну и чё? И ты понимаешь, что этот ребенок ни к чему не стремится вообще. Ни к хорошему, ни к плохому. Он равнодушен. Понимаете? Ему все равно. А если он еще покрасится, окажется, что это вообще год. Я не понимаю вообще эти люди куда стремятся. Понимаете? Никакого абсолютно, этот человек ничем не интересуется в жизни. Противоположность вот этому движению, когда человек абсолютно равнодушен, ни к чему не стремится, это слово джулур называется. Поэтому я думаю, что в русский язык нужно просто внести как новое слово под названием джулур. Ребенок, который должен вырастить, то есть когда он вырастает, у него должен быть джулур. И когда он вырос, он должен быть джулур-яр. Это значит стремиться ко всему хорошему, позитивному такому движению, как говорится, да? Так вот, поэтому джулур-яр Нюргун Ботур, так можно сказать. Так вот, дальше, значит, вот эти рассказы, они делались все в стихах. А еще нужно хорошо петь, потому что там диалоги идет как мюзикл. И поэтому эти лунхосуты были не просто историками, хорошими рассказчиками, там, и поэтами, они были еще и певцами. Но дело в том, что чтобы оставаться постоянно актуальным, они еще они пересказывали последние новости. И их пересказ был просто фантастическим. То есть подача вот этого события в ярких красках. То есть, в принципе, например, возьмем последнее событие, которое произошло. Например, вот в Сирии упал этот украинский самолет. То есть он вылетел с аэропорта Тегерана вроде как, и через буквально час, что ли, или я не знаю, сколько времени прошло, может 5, может 20 минут. Короче, самолет упал и разбился. Все там умерли. Чаще всего вот современные журналисты передают его именно в таком же порядке. Да? Сегодня в столько-то часов украинский борт вылетел из Тегерана с аэропорта, значит, и через 20 минут связь с ним исчезла. А потом пришли новости о том, что самолет разбился, все, которые были там, значит, погибли. Так. А на самом деле Улан-Хосут, он бы передал это совсем по-другому. Например, как это могло выглядеть у Улан-Хосута? Они бы высказали таким вот образом. Значит, в стране гор где-то на юге, да, под названием Иран, в цветущем городе Тегеране, короче, утром, когда первые лучи солнца пробивали это небо,
значит, когда облака окрасились наконец-то в белый свет, в небо взлетел, значит, расправив крылья белым лебедем, самолет Boeing, там 700 какой-то, аэрокомпании, которые там, и там дальше идет описание, значит, аэрокомпании, которая известна во всем мире, и там в светлом городе за океаном, там где-то в Америке его изобрели самые выдающиеся люди. И вот этот самолет был совершенно новый, он свистел, там блестел всеми цветами, там на гладких бортах этого самолета. Он взвыл в небо, как великая там большая замечательная птица, и там было 170 выдающихся, самых умных, самых добрых людей, у которых были самые добрые намерения и так далее, и так далее. И вот в этот момент там где-то на земле какой-то, я не знаю, одноглазый, однозубый, одноухий придурок, который сидел там с этой, значит, системой ПВО, которая досталась ему там, я не знаю, откуда-то, и он нажимает своей корявой рукой это самое, и взлетает стрела и попадает ему в борт, этому, значит, летящему лебедю, Боингу какому-то, это, значит, украинских авиакомпаний, где, например, он написал еще внутреннее состояние этого самолета пассажиров, что пассажиры как раз собирались там, не знаю, обедать, ужинать, завтракать, и как раз они налили свои самогоны и порезали допустим, сало с салатом, и как раз подняли первый бокал, когда небо загорелось огнем, и, значит, у них там правое крыло, значит, было подбито, и раненая птица полетела, значит, вниз, и последние там, я не знаю, вот такие очень красочные моменты, они, то есть вот эти Алан-Хосуты, они умели, мы же знаем, что произошло, но дело в том, что мы 100 раз будем выслушивать, как именно он расскажет, понимаете, потому что это же замечательно, понимаете, они передавали все новости таким вот замечательным образом, прекрасный. Дело в том, что вот когда вы читаете хорошую книгу, да, там же идут описания. Вот, например, когда вы открываете книгу, хорошая книга, с первых страниц она как будто захватывает ваше внимание. Где-то посередине книги, страниц через 20, наверное, вы уже не видите книгу. Понимаете, строчки исчезли, буквы исчезли. И ваша фантазия, вы уже в этой книге, вы уже в этих событиях. Вы переживаете со всеми. Значит, я не знаю, когда вы читаете, например, вот «Властелин колец», одна из самых известных произведений, вы уже там бежите вместе с орками, там входите в эти города эльфов и так далее, понимаете? Это все, вы не видите этой книги, вы живете, вы уже внутри нем, понимаете? Хороший рассказ производит то же самое. Это особенность человеческого мозга, когда вот подаваемая информация обрабатывается таким образом, что вы видите это уже все, понимаете? У хорошего Алан-Хосута, у хорошего рассказчика слог, связки, обороты речи, описание происходит таким вот образом, что вы как будто не то, что это видите, вы переживаете это, понимаете? И дело в том, что вспомните, например, когда вы просто, значит, смеялись допустим, до боли в животе. Понимаете, когда вы что-то видели и слезы стекли у вас с глаз. Это бывает только тогда, когда вы видите живого комика. Понимаете, это зрительное, не текстовое, а зрительное, когда вы имеете, вот, как сказать, самые тонкую мимику у человека. Понимаете, рассказывающего вам. Так вот, и вы знаете, что, например, что такое живое общение. Например, когда человек поет вживую, это совсем по-другому, это заразительно, это нужно просто слышать, понимаете? Поэтому люди ходят в концерт. А если поют под фонограмму, это уже что-то не то. Хочется живой, потому что это мы же улавливаем, большую половину улавливает мозг сам, не сознание, а переживание. Понимаете, это особенность человеческого, значит, общения. И, значит, даже вот классика. Если вы ходите в концерт, значит, живой классической музыки, симфонический оркестр, допустим, да, у вас переживание совсем по-другому, чем вы будете слушать его, значит, из магнитофона. Поэтому каждый Алан-Хосут, этот человек был всесторонне, чрезвычайно развитым человеком. То есть это был и журналист, и хороший рассказчик,
А еще, значит, им нужно было еще рассказывать свои истории, они были писателями, понимаете? То есть они рассказывали исторические данные, например, там древние Олонхо, передача исторических событий, исторической народной истории. Второе, они рассказывали новости. И третье, они рассказывали, значит, свои произведения, которые потом, значит, пересказывались. Вообще, чисто комедийный жанр у них был просто фантастическим. Вот я, например, могу пересказать одну историю. Значит, один мужик поехал воевать во Вторую мировую войну. И говорит, однажды их подняли, значит, ну это намного красочнее, конечно. Подняли в атаку, и он, короче, побежал в атаку и увидел немца, короче. Звали его Ганс. Значит, в этот момент, конечно, дети спрашивают, откуда он этот знает, что немца звали Ганс. Он говорит, я с ним воевал 5 лет. Как я могу не знать его имя? Даже дурак узнает. И он меня знал. В общем, короче говоря, когда я за ним бежал, я когда окопы перепрыгивал, ружье уронил свое. Немец это увидел и побежал за мной. И говорит, Иван, остановись, типа, мне трудно за тобой бежать. Он говорит, а что я должен остановиться, понимаете, имеется в виду. Вот такая картина, как будто передавалась само ощущение той войны в том смысле слова, что, во-первых, это очень комедично, а во-вторых, это как-то бессмысленно. 5 лет воевать. Как говорится, любая ненависть от этого исчезнет, понимаете. То есть он мог передать вот это чувство таким вот рассказом. Или, например, как он летал бомбить Японию. Значит, его взяли в самолет кочегаром, потому что надо было топить углем. На самом деле же такого же нету. Но дело в том, что все об этом знают, но манера рассказа такая, что просто от этого угораешь. То есть это способность рассказа такая, что, знаете, как в долгих якутских вечерах приглашая человека, садили на табуретку и говорили, давай рассказывай. Во-первых, я хочу, вот помните, вот то событие последнее было, перескажите его, пожалуйста, вашими словами. Мы вас слушаем. Или, например, значит, есть у вас какое-нибудь хорошее произведение, вот говорили, что вы что-то там, у вас нечто новенькое есть, вот можете рассказать, мы вас слушаем, например. Да, или, например, этот самый большие, ну, такие, как Эрчимен Берген, там, и в якутского эпоса, значит, довольно много. А вот если у наших других тюркских братьев есть только Манас, скажем, да, то у якутов его много. То есть я даже не знаю сколько. И вот эта манера разговора, способность человека быть одновременно и журналистом, одновременно и писателем, одновременно и поэтом, и певцом, значит, и историком, понимаете, и хорошим рассказчиком. Это были замечательные времена. Конечно, сейчас олонхосуты есть, но они занимаются только классической историей, то есть классическими олонхо. А вот было бы классно, если бы в НВК, например, национальная телевещательная компания, если бы журналисты хоть как-то красили, то есть у нас же огромные традиции на самом деле. Если бы они красили вот это, умели делать подачу и, значит, события. Дело в том, что люди не могли бы оторваться, они бы с утра до вечера ждали вот эти новости, чтобы мы же знаем, что произошло. Эти новости мы уже вычитали. Само событие мы знаем. Нас интересует подача, красота игры, красота оборотов речи, которая делалась. Так вот, значит, эти старики, значит, чаще всего, когда вот, ну, не чаще, а всегда была такая традиция, когда приглашали олонхосута, приглашали с ночевкой. То есть он у вас живет там где-то 3 дня, неделю, и вот сколько разрешено, короче, потому что у него очередь расписана на месяц вперед. И, значит, он, во-первых, в те времена дешево стоил. То есть его надо было кормить, и он, значит, жил у вас в этот момент, значит, гостил. И когда он уезжал, ему давали там продукты, там еду какую-нибудь, и он переезжал в другую. И так он мог путешествовать. То есть из одного края Якутии в другую и обратно. И вот этот круг мог занимать
многие-многие месяцы, даже годы, прежде чем он вернется домой. Понимаете, для старика это было просто, как сказать, очень интересная жизнь. То есть, смотря вот как он жил раньше и вот на старости лет, дело в том, что у него очень много слушателей, он человек знаменитый, его любят. И в процессе, когда он переезжает, он обрастает новыми историями, значит, происходят новые события, которые он пересказывает. В этот момент он встречается где-то с другими онхосутами, сравнивает свои рассказы той же истории, свою подачу и его подачу. Какие речи, какие эти самые. Это просто замечательное было время. И, значит, я думаю, что в будущем это будет очень сильно развито. Дело в том, что переводов на русский язык в аудиозаписях, насколько я знаю, нет, только на якутском. И я думаю, что некоторые лонхо нужно все-таки переиначивать на современный язык, потому что мы понимаем в лонхо где-то около 80%, а в некоторых местах и около 60%, потому что используются древние слова, древние обороты речи. И в те времена уклад жизни был чуть-чуть другой, конечно, и мы же не знали того уклада. Мы все-таки современные люди, поэтому я считаю, что вот нужно поступать так же, как в русском языке, например, был Александр Сергеевич Пушкин, который был поэтом хорошим, у него хорошие стихи, которые мне нравятся, и они сейчас на современный лад сделаны, а говорят, что вот первый текст, он был совсем другим, то есть был более непонятным, и в русском языке вот это все переиначивается, то есть на современный лад. Вот и в принципе и все, что я хотел рассказать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я буду делать еще более хорошие, другие, значит, описания, значит, Якутии, его традиций, обычаев и всего хорошего. Спасибо.